вами снова программа «Кинолетописи пути». И сегодня наш гость, руководитель медиацентра «История ИМУ» исторического парка «Россия. Моя история», главный редактор СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» Олег Леонидович Жунин. Олег Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. И начать мы с вами хотим с небольшого сюрприза. В наших фондах есть материалы любительской киностудии, которой руководил Василий Чупров, известный кинолюбитель. Давайте посмотрим. Это было, да, достаточно давно. Я тогда на первом курсе геологоразведочного факультета учился. Ну, достаточно интересная была студия, решил в этом поучаствовать. Мы снимали это кино «Ералаш». Там целая серия была, кстати. Потом она демонстрировалась тогда на дискотеках. Хорошо было. А так, в принципе, интересно были сами по себе съемки. Это в ДК имени Кулаковского, сейчас так называется, снимали. И снимался там, был секретарь обкома партии. Так что республики. Это один из преподавателей. Да, один из преподавателей. Ну, достаточно такая интересная молодежная программа по тем временам. И снимали ее все студенты. Василий Чупров только руководил. Сами все студенты делали. Ну, такой опыт, так скажем. Очень интересно. И вот вы говорите, геологоразведочный факультет. И каким образом вы потом пришли, скажем так, к сегодняшнему состоянию на телевидении? Не знаю, я, наверное, с детства был к телевидению неравнодушен. Как мама говорила, как программа «Время», советское время начиналась, садился на стульчик и говорил «здравствуйте». И с этого и началось. Потом в течение обстоятельств я жил в Тикси, потом уезжал, учился и так далее, служил, и потом обратно приезжал. И там был у меня одноклассник, и он и есть. Кстати, ему привет огромный. В Тикси, Валерий Савельев. Вот у меня он как-то взял и немного в телевидение пригласил, а потом там с течением обстоятельств я попал на нашу национальную вещательную компанию, проходил там практику для Тикси. Но получилось так, что опять привет Галине Захаренко и всему коллективу, который там работал тогда. Ну, не знаю, меня заметили и пригласили на национальную вещательную компанию. Я выбрал оператором и там проработал много лет. Большим удивлением для наших коллег стало, когда победителем номинации «Лучший проект» признали телепрограмму «Мир глазами оленя» телекомпании. «Мир глазами оленя». Знаете, мне первый раз приз, знаете. Спасибо профи и спасибо всем, кто нам помог, и особенно тем, кто создавал этот фильм. Он на самом деле действительно проект народный. Я думаю, что мы в этом году его продолжим. Спасибо еще раз профи и организаторам. Я еще отдельно очень хочу сказать большое спасибо создателям фильма. Я вам должен открыть, ну, в смысле, это не секрет, что к этому фильму даже саундтрек был написан отдельная песня. И вам большое спасибо огромное от жюри. Думаете, что в регионах там нормальный у вас регион, отличный у вас телекомпания, все хорошо? На самом деле для участников жюри был таким открытием, что такой небольшой канал может делать такой достаточно качественный продукт. Я получила новую песню в своем запасе. Да, это песня «Северный олень», которую я буду дружно напевать в Владивостоке. Несколько лет назад вы стали победителем республиканского конкурса «Кинолетописи Якутии», и до сих пор вы у нас, скажем так, да, обладатель самого большого фонда, более чем 700 наименований, и многие из которых признаны особо ценными в историческом, культурном, научном плане. И там большой массив материалов о Южной Якутии. Вы работали в Нерюнгри. И вот эта вот история развития Якутугля, становления самого города, людей, это вот имеет такую неприходящую ценность. Вот расскажите об этом периоде. Ну, туда меня пригласили, да, это главе тогда района Старцеву сказать надо. Огромное спасибо. Это руководство НВК «Саха». Дело в том, что Нерюнгри меня интересовало, это еще с 86-го, когда
попал в иглу, тогда нас возили в Мирный и так далее, показывают крупные промышленные предприятия, которые занимаются добычей. То угля, алмазов, тогда заинтересовало. И попал в Нерюнгри, я увидел какой-то масштаб, какие там люди, какой там город. Ну, необычно стоит в том, что Якутск или Тикси брать, это другие немного города. А там такой маленький, компактный, и работая в филиале Нерюнгринском, он с нас начался тогда в Нерюнгри. Не один я туда поехал. А потом получилось так, что это затягивает. Вот когда работаешь на таких крупных предприятиях, особенно насколько интересно там люди, ну и технология. Вот в вашем архиве есть и первый взрыв, и последний взрыв холдинг-компании «Квитукуль». Но это редкость. В вашем становлении тоже принимали участие люди, так скажем, да, такие вот, скажем, масштабные. Национальная вещательная компания, она чем горда и велика? Дело в том, что я захватил как людей с советского времени, потом пошли нашим, сейчас уже эксакавы, да. Там больше всего я вспоминаю, конечно, Сергея Таюрского, главного оператора НВК «Саха». К сожалению, у нас нет с нами. Ну, многих нет уже. Тогда же не учили так, как сейчас. Приходилось все постигать на практике, на опыте. И было достаточно, ну, так сказать, интересно. И могу так сказать, и коллег своих, Ивана Семенова вспомнить. Ну, сейчас такого нету, но вспоминаю, что мы 2 года были операторами Саха Сыра-Якутия. 2 оператора обеспечивали полностью, 2 всего, из 23. 2 года мы так работали. Достаточно тяжелая работа, но тем не менее этот опыт, он очень такой полезный. Но самое главное, что ты всю республику практически объезжаешь. Ну вот а сейчас вы уже руководитель медиацентра, вы главный редактор. И вот какие сейчас перед вами стоят задачи? Главным редактором быть достаточно, честно скажу, серьезная штука. Это надо учитывать все обстоятельства и еще думать о том, чтобы, ну, как бы тебя смотрели, там сайт. Это очень сложно. А на самом деле главным редактором СМИ я стал в 2010 году. А в 2013 благодаря нашему главе республики СМИ получилось, СМИ точка взаимодействия. Ну, тоже обстоятельства были такие. И я очень плотно с нашей главой работал, он тогда мэром был. Мы тогда на основе опыта СНК «Саха» создали городской округ, программу, вели ее на ВГТРК «Саха». И так пошло, поехало, приходилось, был очень молодой коллектив. Кстати говоря, один из первых кабельный канал создал именно вот такого формата. Ну, в Якутске не было, чтобы как бы независимо по тем временам, а я говорю, свободное СМИ могло выходить в эфир как в интернет одновременно, так и на телеканале, на кабеле. Ну, это опыт такого, так сказать, цифрализации, сейчас это называется. Он достаточно объемный, в принципе, и он противоречивый, но тем не менее он достаточно большой, и тогда как-то, не знаю, наверное, первый, кто смог сочетать интернет и телевидение. Достаточно сложный формат, но тем не менее, думаю, что удалось. Да, у вас отличающийся от других все-таки свой почерк, свой штат, да, интересных людей вы подбираете для сотрудничества. Но у вас есть еще своя собственная точка зрения на сохранение визуального наследия. Вот поделитесь. Вот, лет как работал, если говорить об этом, да, опыт, я еще раз говорю, национальной вещательной компании «Саха», когда работали в «Саха Сыра-Якутия», понимаете, там это поток информации, и его надо все время обрабатывать. И без фактов из того, что проходило, ну, например, построили там агрофирму, она работает сегодня вот так, а видео-то надо сохранить, архивы. И в НВК «Саха» свой был архив. И они вот до сих пор он есть, они его накопляют. И тогда я заметил, что это необходимость, просто необходимость. На сегодняшний день к этому отношение оно простое. Сегодня время бежит моментально, моментом мора, да, так говорят. И многие вещи люди моментально забывают, не помнят и так далее. А когда ты это снимаешь, я вот стараюсь все сохранить, потому что это нужно. Вот этот архив такого потокового видео, простых съемок, оно нужно, и сюжетов, нужно для того, чтобы наша история
История, это же, в принципе, это цикл, он повторяется все время. Для изучения этого опыта, чтобы потом не делать таких же ошибок. Принцип вот такой, да? Олег Леонидович, а вот сейчас чем вы конкретно занимаетесь? В чем суть вашей работы? Я человек стабильный и постоянный, потому что в 2010-м, как появилась возможность создавать творческие программы, а в 2013-м мы зарегистрировали СМИ «Точка взаимодействия», и мы до сих пор работаем. Дело в том, что «Точка взаимодействия» имеет свои авторские программы на телеканале «Россия-24» в ТРК «Саха». Мы каждое воскресенье, понедельник выходим в эфир, и там различные темы. Насущные до исторических. Почему исторические? Потому что я еще работаю руководителем медиацентра исторического парка «Россия. Моя история». И здесь не просто так я там оказался, потому что там очень интересная технология, да? И вот сочетание опыта точки взаимодействия, осваиваю технологию интернета. То есть, если я приду, я могу тут же выйти в прямой эфир на YouTube-канал, на любой социальной сети и рассказать, что происходит. Сотрудники нашего аудиовизуального центра очень благодарны вам за то, что вы сохраняете свои такие материалы, вы понимаете их ценность. Знаете, есть такое высказывание, что без архива нет истории, без истории нет науки, и без науки нет развития. Вот вы это прекрасно понимаете. Спасибо вам большое. И я думаю, что многие ваши коллеги тоже пойдут, скажем так, таким же путем и тоже будут сохранять свою собственную работу для того, чтобы она осталась для будущего. Спасибо вам большое. Всего доброго. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить